Супругам Елене и Геннадию пришлось оставить родной дом. Из Мариуполя в Удмуртию они приехали вместе с 17-летним сыном и пожилой мамой. Приехали, потому что там нельзя было уже находиться. Постоянно стреляли, бомбили. Наши квартиры сгорели полностью дотла, все, ничего не осталось. Мы как вышли вот так вот в одних, как говорится, костюмах. Хорошо, ребенок старший был у сестры в своем доме. Там мы ходили, у нас же не было ни газа, ни света, ни воды, ничего. У нее своя печка, свой дом, печка такая. И мы там готовили, носили внуку еду в один конец города, 1,5 годика внуку. Маме в другой конец, вот так вот бегали целый день. А потом уже... На протяжении 1,5 месяца. Да. Потом уже приняли решение ехать в безопасную зону. Семья выехала из Мариуполя. Ночью, под защитой военных, добирались до границы с Россией. Дорога до Ижевска заняла еще 2 дня. А про Ижевск вы раньше не слышали, наверное? Вообще не слышали. Слышали? Я бы не слышала. Я-то слышал за город Ижевск. Город не маленький, поэтому... Да, большой у вас город хороший. Мы уже походили, никогда погуляли. здесь не были, город очень красивый, мы далеко не ходили по городу, но так на больших улицах тут рядышком. Новостройки красивые. Очень много новостроек, да. Очень много красивых, разнообразных, разного строения, конструкций домов, высотных домов. Видно, что город живет и в нем есть жизнь. Будем надеяться, может и наш так Мариуполь отстроит. Мы все-таки любим его, это наш город. Глава семейства поделился, что мысли обосноваться здесь, в Удмуртии, были, но в Новгородской области их ждут родственники. Скоро праздник 9 мая. Я думаю, что я в своей старой Руси буду с ним, с этим. То древко немножко в сумку не влазит, так я его согну. Сейчас быть семьей им особенно важно. Супруги отмечают, что такого настоящего и по-домашнему теплого приема они не ожидали. Начиная от волонтеров в дороге и заканчивая персоналом в пункте временного размещения. К ним относятся с добротой и щедростью, помогают всем, чем могут. Мы даже уже наелись, мы просто не привыкли, мы 1,5 месяца, считай, в голоде жили, поэтому не съедаем. Это все тоже как бы, Все волонтеры, большое спасибо волонтерам. Всего, Очень проявляют заботу большую. Геннадий и Елена не успели забрать с собой семейные фотографии. Но пока они все вместе, новый семейный альбом обязательно заполнится моментами и улыбками.